День за днем корреспонденты нашего канала следят за событиями в республике и за ее пределами. О главных из них и многом другом расскажем в ближайший час. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко. И вот о чем мы поговорим сегодня. Коррупционные скандалы в Якутии. Возбуждены уголовные дела, задержаны первые подозреваемые. В Якутске стартовал Кубок мира по вольной борьбе. В составе сборной России выступают и наши земляки. Работа по строительству газопровода «Сила Сибири» идет с опережением графика. Запуск экспорта природного газа в Китай назначен на 1 декабря. В Якутске с конца марта начнут ограничивать подачу газа в жилые дома. Кому, а главное, чем это грозит, узнаем у наших корреспондентов. Переход автомобилистами на газомоторное топливо набирает обороты. В чем преимущество использования газа вместо бензина? Своим мнением поделились столичные водители. Жатай, Тикси, Северный морской путь. Строительство Жатайской судоверфи станет первым проектом в программе освоения Арктики. Миллиарды рублей, коллекции золотых часов, элитная недвижимость, парки дорогих эксклюзивных автомобилей, экзотический отдых на лучших курортах мира. От таких атрибутов беззаботной жизни никто добровольно не откажется. Одно дело, если все это добро нажито честным и непосильным трудом, а вот совсем другое дело, если все это богатство является результатом преступной деятельности. К сожалению, и в нашей республике нет-нет, да и всплывают наружу дела, связанные с коррупцией. На этой неделе эффект разорвавшейся бомбы вызвало сообщение о коррупционном скандале, связанном с госзакупками лекарств и медицинских препаратов. Точку в этом деле, безусловно, поставят правоохранительные органы и суд. По данным Федеральной антимонопольной службы России, компании «Регион-столица», «Медмаркет», «Фармбаза» и «Нордфарм», которые занимаются поставками лекарств, вступили в картельный сговор с целью завышения реальной цены медицинских препаратов в несколько раз. 13 марта МВД Якутии сообщила, что возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества и ограничения конкуренции. В рамках этих уголовных дел под домашний арест помещены двое подозреваемых. В коммерческих организациях, входящих в картель, а также медицинских учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Саха-Якутия, проводятся обыски. Общая сумма государственных контрактов, заключенных с компаниями, предположительно входящими в картель, составляет около 3 миллиардов рублей. На фоне этих миллиардов совсем ничтожными кажутся незаконные действия, в которых подозревают одного чиновника. Вчера стало известно о задержании главы Чурапчинского улуса Андрея Наговицына. В ходе проведенной прокурорской проверки расходования бюджетных средств Чурапчинского учебно-производственного комбината было установлено, что глава района Андрей Наговицын незаконно поручил подконтрольному ему директору Чурапчинского УПК произвести оплату строительных материалов для ремонта собственного дома из бюджетных средств. Вот прямо так, никого и ничего не стесняясь. Личный ремонт за государственный счет. Но выводы делать еще рано. В настоящее время по уголовному делу об использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы проводятся следственные мероприятия. Ход его расследования находится на контроле прокуратуры. Задержание прокомментировал прокурор Чурапчинского района Иван Едреев. В прокуратуре Чурапчинского района проведена проверка целевого расходования бюджетных средств, в ходе которой установлено, что Чурапчинский учебно-производственный комбинат в 2018 году оплатил покупку строительных материалов по договору 2016 года. Этот факт заинтересовал прокуратуру, проведена проверка. Установлено, что глава Чурапчинского района Наговицын Андрей Тимофеевич дал незаконное указание оплатить свою личную покупку. В связи с этим прокуратурой собран материал, направлен в Следственный комитет, которым вчера, то есть 15 марта 2019 года, совместно с ФСБ проведены определенные мероприятия и возбуждено уголовное дело. Но даже если честные предприниматели пытаются заработать деньги своим трудом, им иногда приходится сталкиваться с неожиданными поворотами. На этой неделе Государственная Дума России приняла закон, запрещающий размещение хостелов и гостиниц в жилых домах. Закон должен был вступить в силу в 10-дневный срок, однако именно это и стало главным аргументом в пользу его отмены Советом Федерации. Сенаторы вернули закон на доработку, предложив установить срок начала действия с января следующего года, чтобы владельцы частных гостиничного бизнеса успели в надлежащем порядке согласовать и внести в свою работу все необходимые изменения, которых требует закон.
На сегодняшний день в Якутске работают около 100 мини-отелей и 30 хостелов, находящихся в жилых домах. Владельцам предстоит пройти ряд мер, чтобы их помещение соответствовало всем нормам государственного надзора. И самое главное требование – перевести свои квадраты из жилой площади в нежилую юридически. Как считают власти республики, подобные ограничения снова откроют нишу для нелегального предпринимательства. На сегодняшний день предприниматели, многие, лично с ними общалась, брали ипотеку, открывали хостелы, делали звукоизоляцию. То есть на сегодняшний день они практически все соответствуют нормам, которые выдвигает Роспотребнадзор, не мешают своим соседям. Действительно, владельцев, взявших помещение в ипотеку для развития бизнеса, немало. Ирина – одна из них. Несколько лет назад, после первого тревожного звонка о запрете размещения хостелов в жилых домах, она сразу же провела капитальный ремонт. И теперь ее хостел соблюдает все стандарты и нормы пожарного и Роспотребнадзора. Однако возникают другие проблемы. По жилищному кодексу для того, чтобы перевести жилую площадь в нежилую, такие требования есть. Либо первый этаж, либо над нежилой площадью. Это у нас есть. Но мы не можем собрать подписи соседей. Это все связано с тем, что не все хозяева проживают в квартире, в квартирах этого дома. Жители и гости столицы такой новости не рады. По их мнению, данный запрет приведет к значительному сокращению доли дешевых средств размещения, а также туристов, которые ориентируются на недорогое проживание. Простому смертному, который работает и приехал обследоваться, медицинское обследование пройти, тем более пенсионер, если да, тогда не будет вообще возможности, где будут люди жить. Я, например, против того, что закрывают хостелы. Если традиционные гостиницы стоимость, конечно, сбавят, тогда, конечно. Если, допустим, взять двухместные номера в традиционной гостинице, есть 4200 и более, да, а здесь 600 рублей. Таким образом, необоснованно ужесточенные требования и отсутствие переходного периода для приведения всех гостиниц в новые стандарты предоставляют риски для целого сегмента малого и среднего бизнеса, а также сложности для развития туризма в каждом регионе. Анастасия Данилова, Семен Семенов, Якутск. Началась работа по подготовке площадки для строительства высокотехнологичной судоверфи в Жатае. Предприятие позволит обеспечить население новыми рабочими местами и в целом улучшит социально-экономическое состояние пригородного поселка. Современные суда класса «Река-море», которые будет выпускать новый завод, нацелены выходить не только на Ленский бассейн, но и на арктическую зону России. Как новый проект будет развивать речную логистику в северной части Якутии и когда начнет покорять главную арктическую судоходную магистраль России – Северный морской путь, в материале Ульяны Шагиной. Сергей более 20 лет жизни отдал служению на судоремонтном заводе. Начинал с электроцеха, после получения высшего образования работал инженером-конструктором. А сегодня он мастер судокорпусного цеха. Работа тяжелая, но интересная, признается Сергей. И условия для работы отличные. Совсем недавно приобрели станок для плазменной резки по металлу, что существенно облегчило работу сварщиков. Работники завода возлагают на новый проект большие надежды, так как в рамках строительства судоверфи также ожидается модернизация и реконструкция Жатайского завода. Раньше все вручную газосварщики вырезали, сейчас все, программа создается и автоматически все, какую надо, такую что и режем. С 1991 года в Якутии не построено ни одно судно, так как в советское время в Ленском бассейне работало 3 судоверфи и 3 судоремонтных завода. Сегодня для жатайцев строительство новой судоверфи даст толчок для развития социально-экономического развития поселка, так как с открытием нового завода будет создано более 700 новых рабочих мест. На сегодняшний день средний возраст наших судов Ленского пароходства 37 лет, а нормативный срок службы эксплуатации 28 лет. То есть они уже все давно, как говорится, отработали свой моторесурс. Блок корпусных производств размером более 24 тысяч квадратных метров будет состоять из 6 блоков под единой крышей. Строительство новой судоверфи позволит обеспечивать бесперебойные грузоперевозки в Ленском бассейне и арктической зоне, в том числе через Северный морской путь. Суда, возраст которых более 40 лет, теперь будут не только ремонтироваться, но и строиться принципиально новые. Планируется строительство до 10 новых судов в год. Сегодня износ судов Ленского бассейна составляет около 70%. Поэтому строительство новой высокотехнологичной судоверфи так актуально. В первую очередь оно повлияет на развитие речной логистики. У нас
сеть дорог вся в центральном районе Якутии, да? А железная дорога подошла, вот, наверное, крайняя точка, где у нас по северу, и в ближайшей, наверное, там перспективе мы не проглядываем, что железная дорога туда пойдет. Поэтому все массовые грузы, которые будут завозиться или вывозиться, это все будет на наших естественных дорогах, это по нашим рекам. Создание в Якутии судоверфи – единственный на сегодня промышленный проект, включенный в госпрограмму развития арктической зоны России. На эти цели будет направлено более 5 миллиардов рублей. Наш флот, сегодняшний флот ходит от верховьев Лены, от порта Осетрова до низовьев, до Тикси и уходит на северные реки. Он идет по разным судоходным условиям. Вот, где-то мелко, где-то глубоко. А при плавании от города Якутска, вот, приема грузов с железной дороги на речной трансфер в городе Якутске, то здесь может использоваться глубокосидящий флот. Это, значит, флот большей грузоподъемности, чем сегодняшний. У нас сегодня такого флота нет. Будущее этой судоверфи нашей, она ориентируется на тот флот, который должен плавать в Арктику. Помимо судоверфи в госпрограмму вошла и реконструкция морского порта в поселке Тикси. Пик развития морского порта пришелся на середину 80-х годов. Сегодня производственные мощности порта используются только на 3%. Между тем, коридором для развития арктических районов должен стать Северный морской путь. Есть соображения, проекты, идеи такие о том, чтобы включить Ленскую магистраль от Якутска до Тикси с выходом на Северный морской путь в систему вариантов развития шелкового пути, так называемого, из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу. Вот такой ход, в принципе, он возможен, но есть там некоторые технические сложности, которые надо будет подумать, как решить, насколько эффективно решаться. В Якутии 13 северных и арктических районов с населением 67 тысяч человек. В 90-е годы здесь проживало в 3 раза больше. При этом отток населения продолжается, так как на сегодня в северных поселках отсутствуют нормальные условия для жизни. У России и Якутии глобальная цель по развитию Арктики. И первые шаги к ней – Жатайская судоверфь, морской порт в Тикси и возрождение Северного морского пути. Ульяна Шагина, день за днем, Жатай, Якутск. Сейчас небольшой блок рекламы, после которого мы вернемся к самым актуальным темам уходящей недели. Не переключайтесь. Мы продолжаем выпуск. Кубок мира по вольной борьбе считать открытым. Сегодня состоялась торжественная церемония на открытие самого ожидаемого соревнования в Якутске. 8 сильнейших команд мира ведут в борьбу за Кубок мира. Илдархан Айсен Николаев поблагодарил Объединенный мир борьбы в лице Ненада Лаловича, Федерацию спортивной борьбы России в лице Михаила Мамиашвили за то, что дали возможность провести Кубок мира на земле Аланхо. Республика жила ожиданием праздника спорта. Эти соревнования позволят нам сделать еще больше шаг в развитии вольной борьбы. Кубок мира – это один из главных этапов подготовки спортсменов к Олимпийским играм в Токио, отметил глава региона. 3000-ный триумф заполнен до отказа. Зрителям раздали светящиеся фирменные браслеты и памятные сувениры. Открытие спортивного мероприятия стало яркой культурной программой. Во втором групповом туре встретились Россия, Япония, Куба, Турция, США, Иран, Грузия, Монголия. В первой половине дня российские спортсмены одолели команду Кубы со счетом 9-1. Первую важную победу в копилку команды в легкой весовой категории внес якутянин Риан Тютрин. Итог встречи Японии и Турции закончился со счетом 8-2. Американцы одержали победу над Грузией 7-3. Встреча Ирана и Монголии закончилась со счетом 9-1. Победители и призеры получат эксклюзивные медали, выполненные в национальном стиле. Завтра второй соревновательный день начнется с 11 часов утра. Без преувеличения, после того, как было объявлено, что Кубок мира пройдет в Якутске, вся республика жила ожиданием этого праздника. Праздника, потому что для нас, для якутян, это спорт номер один. И я уверен, что проведение Кубка мира позволит нам сделать еще больший шаг в развитии вольной борьбы в Якутии. Я уверен, что многие атлеты, которые выступают сегодня и завтра на этом ковре, через год будут блистать на ковре Олимпиады 2020 в Токио.
Безусловно, самым главным событием для якутян, для всех любителей спорта стал этот Кубок мира по вольной борьбе. Очень много надежд связывают со сборной России, в составе которой два наших земляка – Раян Тютрин и Виктор Рассадин. Цель одна – победа, но какой ценой? На Кубок мира приехали сильнейшие команды, но даже несмотря на то, что в самый последний момент состав сборной России из-за травмы покинул капитан Абдулрашид Садулаев, наши борцы и тренерский состав настроены очень решительно и намерены оставить главный трофей Кубка мира в России. Сегодня прошли первые схватки. И каким был первый день соревнований для наших борцов? Символично, что на Кубке мира в Якутии первым на ковер вышел наш якутянин в весовой категории до 57 килограммов Раян Тютрин. В первом круге турнира соперником трехкратного призера чемпионатов мира из Якутии стал кубинец Рейнер Андре Ортега. В начале схватки якутский борец отдал 2 балла, пропустив оппонента за спину, но потом перехватил инициативу и провел удачную атаку, которую судьи оценили в 4 балла. Кубинец смог ответить еще одним заработанным баллом, но якутский спортсмен повторил успешную атаку и провел еще один бросок, завершив встречу со счетом 8-3. Раян Тютрин. Атмосфера очень такая позитивная, боевая атмосфера у нас. Мы один за всех и все за одного. Так что... Волновался, конечно, а как раз таки сам разминался и разминку оставил, наблюдал за схваткой, но до последнего верил, знал, что он может выиграть. Он парень такой душковитый, с характером И он показал себя на родных стенах. 8 команд, 103 участника, сильнейшие борцы мира собрались в Якутске. Этот старт – главное спортивное событие года для Якутии. Важность его проведения на якутской земле отметил и главный тренер сборной России Дзамбалат Тедеев. 8 команд, 103 участника, сильнейшие борцы мира собрались в Якутске. Этот старт – главное спортивное событие года для Якутии. Оспорить Кубок мира прибыли в Якутск команды с самыми разными составами. Среди участников и совсем недавно вышедшие из юниоров во взрослую группу спортсмены и титулованные олимпийские чемпионы. Конкуренция не слабая, говорят эксперты. Мы видим очень хорошие команды. Все они настоящие профессионалы, которые тренируются по несколько раз в день. И мы видим, что с каждым годом они становятся все сильнее и сильнее. Например, сборная России. Их готовность на высоком уровне. Отлично натренированы. Только представьте себе больше 100 спортсменов изъявили желание прилететь на этот кубок. Если посмотреть на команды с учетом набора наград, то картина выстраивается следующим образом. Самое большое количество трофеев на мировом и европейском коврах у команды России. Среди них 4 золота и 3 серебра чемпионатов мира, 7 золотых медалей чемпионата Европы и 1 чемпионский титул Олимпийских игр. Однако единственный олимпиец сборной Абдулрашид Садулаев накануне соревнований получил травму и не смог принять участие в турнире. Другой вольник с бронзовой медалью Олимпиады входит в состав команды Грузии Дата Марсагишвили. Он также является двукратным чемпионом Европы и призером чемпионата мира 2011 года. Всего у команды 2 серебра мировых первенств, основной состав – молодые борцы. Довольно сильная команда сформировалась у Ирана. На их счету 7 кубков мира и серебряная медаль Олимпиады. У американцев, которые в прошлом году стали обладателями главного трофея соревнований, 3 спортсмена, уже стоявших на этом пьедестале. Турецкая сборная может похвастать 3 золотыми медалями чемпионата Европы. Все они принадлежат Чингисхану Эрдогану. Также в их составе серебряный призер чемпионата мира Фатих Эрдин. Еще одна серьезная заявка на лидерство у Японии. В их копилке 3 золота, 2 серебра и 1 бронза мировых чемпионатов. Больше всех наград бронзового достоинства с мировых ковров у Кубы. Также у них 1 золото и 2 серебра. В составах можно увидеть большое количество новых имен, немало и тех, кто уже упрочил свое лидерство среди юниоров. И такой расклад в этом году неспроста. Тренеры всех команд, национальных команд, они пробуют молодых. Они кандидатов в олимпийцы. Поэтому эти соревнования как бы раскатка тоже молодым, и они проверяют свою команду, то же самое. И есть такой вариант, на Кубке мира можно выставить дублеров. С перспективой на предстоящую Олимпиаду об этом говорят и сами тренеры. Настраиваться, кого-то выделять, тем более сейчас
год остался до Олимпиады. Я думаю, кого-то выделять. Все сильные команды. Монголы, турки, иранцы, такие державы борцовские сильные. Я думаю, будет интересная борьба. Удивила любителей вольной борьбы сборная Америки. Во-первых, Штаты заявили состав практически без дублеров. Во-вторых, без сильнейших спортсменов, которых ожидали увидеть на ковре. Не самый их лучший состав, говорят, в объединенном мире борьбы. Однако это не значит, что побороться за кубок они не смогут. К сожалению, это не сильнейший состав их команды. Не хватает одного-двух очень хороших борцов. Однако и второе поколение сборной довольно сильное. Я думаю, что способности и готовность спортсменов к этим соревнованиям хорошая. Им важно сейчас заявить о себе перед главными тренерами, чтобы те номинировали их на попадание в основной состав сборной для участия на чемпионате мира этого года. Очень важный старт, который пройдет в Казахстане. Какими бы ни были ожидания экспертов и любителей вольной борьбы, делать прогнозы довольно сложно. А все победители и призеры оставят себе памятные трофеи с этих соревнований. Самые необычные медали, которые были за историю кубков. Трофеи для победителей Кубка мира подготовлены очень необычные. Это непривычные для нас медали в виде круга, исполнены в виде национального якутского узора, на котором установлен ковер. А на ковре борются два медведя. Почему медведи, на пресс-конференции объяснили, так как медведь – это символ России, а также это символ доброты и силы, которые соединены в борцах. На пресс-конференции, которая прошла перед стартом Кубка, медали показали журналистам. Когда участники встречи взяли в руки награды, главный тренер сборной России Тедеев не упустил момента, чтобы еще раз продемонстрировать уверенность в победе. Шутку участники оценили. Очень правильный расклад, по-моему. Так, и значит... Сарглана Захарова, Георгий Григорьев, Якутия. День за днем. Главный тренер сборной России Дзамбалат Тадеев накануне побывал в студии нашего телеканала и рассказал, как готовилась наша команда и какие ожидания у тренерского штаба и самих спортсменов от Кубка мира. Первый раз проводится такое мероприятие такого масштаба, это Кубок мира, потому что раньше такое мероприятие никогда не проводили. Но никто еще не мог представить, что 4 месяца назад, когда мы здесь находились во главе с нашим президентом Федерации Михаилом Мамиашвили, когда этот вопрос обсуждали с Арсением Сергеевичем, когда обсуждали этот вопрос с Витей Лебедевым, тогда перед нашей федерацией поставили задачу, чтобы Кубок мира забрать вообще в Россию, а потом уже в Якутию. И у нас это получилось. Сегодня мы уже, как хозяева, встречаем Кубок мира уже у нас дома в Якутии. И приехали самые сильные сборные мира. Это кто в прошлом году с 1 по 8 место заняли. Сейчас тоже приехали ребята, наша сборная команда, и первые номера, и в некоторых весовых категориях, и вторые номера. Молодые ребята, чтобы где можно было там усилиться, независимо от того, с какой командой мы боремся, если американцами или иранцами, там у каждой команды есть своя специфика. И где можно будет усилиться, там будем усиливаться. Где можно будет дать возможность молодым спортсменам, чтобы они себя проявили, там будем эту возможность давать. Ну, сегодня, допустим, в 2 весовых категориях будут бороться ваши земляки из Якутии, это Тютрин и Рассадин. Честно сказать, что у нас проходных схваток нету. На каждую сборную команду надо нам настраиваться и готовиться. Почему? Потому что мы, как номер 1, это прошлогодний чемпионат мира показало, все на нас очень сильно настраиваются. И мы не должны расслабляться, независимо от того, что какая бы команда ни была. Потому что проходных схваток не будет, тем более у нас двойная ответственность уже на чемпионате, на Кубке мира вот в Якутии, потому что мы дома это проводим, мы хозяева, поэтому мы обязаны этот кубок, чтобы остался у нас в Якутии. И мы на это настроены, и мы эту задачу понимаем, и это ответственность тоже. Если так сказать, для нас не имеет значения, с кем мы будем встречаться, на каждую схватку мы будем настраиваться, на каждую схватку для нас это как вес золотом. Нам нужна только победа, и все. Якутская школа борьбы, она очень сильная, потому что история у вас очень сильная, потому что здесь выступали такие легендарные спортсмены, как Павел Пеневин, как Дмитриев Роман, как Коркин, как Витя Лебедев, как
Кантове братья. У вас школа очень богатая, поэтому есть вам что сказать и чем похвастаться. Самое главное, чтобы позиции, что вы не сдавали вообще в мировой борьбе, потому что якутские борцы всегда в легких весах доминировали в мире. Возьмите сейчас в нашей сборной команде есть Джабраилов, тоже первый раз борется на таком престижном соревновании, он чемпион мира по молодежи. Взяли мы Кривцова в тяжелом весе, тоже очень перспективный молодой спортсмен. Возьмем того же Рассадина, возьмем того же Тютрина. У нас в каждом весе есть молодые спортсмены, на кого мы рассчитываем, чтобы он достойно, хорошо отборолся, и это будет психологическая уверенность вообще для дальнейших стартов. Сейчас мы вновь ненадолго прервемся. Оставайтесь на канале Якутия-24. Мы продолжаем выпуск. Работа по строительству газопровода «Сила Сибири» идет с опережением графика. Об этом сообщил Алексей Миллер, докладывая президенту России на работе и планах «Газпрома». Запуск экспорта природного газа в Китай с Чаиндинского месторождения назначен на 1 декабря. Сейчас ведется пусконаладка оборудования, прорабатываются технологические алгоритмы. Впереди работа на пробных режимах. Первые объемы поставок российского газа в Китай связаны именно с вводом Чаиндинского месторождения в Якутии. А как идет работа по «Силе Сибири»? По «Силе Сибири» работа идет с опережением графика. 1 декабря этого года начнутся поставки газа на экспорт в Китай с Чаиндинского месторождения. Мы введем его в эксплуатацию. И, соответственно, мы начнем поставки газа в Китай. Без сомнения, это будет историческое событие. Без сомнения, мы начинаем работать на очень емком газовом рынке. Темпы роста потребления на китайском рынке по итогам прошлого года 17,5%. Это самый динамичный, самый быстрорастущий рынок природного газа в мире. И без сомнения, мы видим большие перспективы для поставок российского газа. Напомним, что мощности «Силы Сибири» запроектированы не только под объемы экспорта, но и с учетом газоснабжения внутреннего рынка. Вдоль магистрального газопровода будут проложены сети для газификации городов Алдан и Алекминск, сел Бичинча и Мурьян в Ленском районе, а также села Йенгра Нерюнгринского района. По итогам встречи с главой «Газпрома» Владимир Путин поручил ускорить газификацию регионов России. В частности, речь идет о синхронизации работы по загрузке имеющихся газопроводов-отводов и повышению уровня газификации сельских территорий. На сегодня показатели газификации России составляют в среднем 68%. Ежегодно в республике растет количество автотранспорта, использующего служебный сжиженный природный газ. Сейчас таковых уже более 13 тысяч. Проект развития газомоторного топлива разрабатывается на уровне федерации. В Якутии же разработана отдельная подпрограмма, которая подразумевает развитие сети газомоторных заправок в республике. Ежегодно цена на бензин растет, поэтому намного выгоднее переходить на газ. В Якутске с каждым годом становится все больше машин, использующих газомоторное топливо. Ведь газ, он не только дешевле, но и экологически чище. Езжу уже 3 года, вообще нормально. Никакой вред нет. Экономия сколько выходит? 50%, думаю. Поначалу здесь 15 рублей было, а сейчас 23,50 что ли. Ну, выгоднее, чем бензин. Бензин-то стоит по 60 рублей. Водителей, которые перешли на газ, в первую очередь привлекает цена – 23 рубля, в то время как бензин уже стоит 58 рублей за литр АИ-95. Поэтому в Якутске постепенно развивается сеть газозаправочных станций. Их уже около 20. В ближайшее время мы создадим все механизмы, чтобы у нас и сельхозпроизводители, и крупные предприятия, и частники могли переводить свои автомобили, спецтехнику на газомоторное топливо. Но самая основная проблема – это отсутствие заправочных станций. Вот сеть заправочных станций мы должны развивать.
На федеральном уровне разрабатывается проект развития газомоторного топлива. В Якутии уже имеется соответствующая подпрограмма, в рамках которой в республике планируется строительство сети газозаправочных станций в 16 районах – центральных, южных и в Заречье, а также реконструкция якутского газоперерабатывающего завода. У нас у Сахатранснефтегаза непосредственно 3 заправочных пункта есть. Идет реконструкция якутского газоперерабатывающего завода. У нас именно выработка с 2015 года понизилась. Якутский газоперерабатывающий завод занят тем, чтобы увеличить это производство хотя бы до 14 тысяч. О перспективе газомоторного топлива свидетельствует и то, что помимо 2 основных поставщиков на рынке сбыта появляются и другие предприятия. То есть развивается естественная здоровая конкуренция, которая способствует сдерживанию роста цен на газ. У нас есть некоторые партнерские отношения с различными предпринимателями, которые планируют строительство, дальнейшее развитие АГЗС по республике. Однако некоторые водители до сих пор опасаются переходить на газ. Но все эти страхи беспочвены. Тем более, что для перехода на пропан-бутан, сжиженный углеводородный газ, не требуется замена двигателя. На пропан-бутановой фракции замена двигателя не требуется. Именно нужно купить дополнительное оборудование, которое устанавливается под капотным пространством. Это раз. Плюс экологичность для нашей республики, конечно, потому что газ более экологически чистое топливо. При сжигании он сгорает полностью, нежели бензин. Эксплуатация газобаллонного оборудования, если ее проводить правильно, в соответствии с правилами безопасности и соблюдать все нормы, ни насколько не опаснее, чем эксплуатация бензиновых или дизельных автотранспортных средств. Поэтому при соблюдении норм и правил, которые, в общем-то, написаны для того, чтобы их соблюдали, соответственно, никакой опасности не существует. В целях стимулирования автолюбителей переходить на сжиженный газ, особенно в районах республики, где это направление не сильно развито, планируется рассмотреть возможность снижения ставок транспортного налога для владельцев автомобилей на природном газе. А для предпринимателей, которые хотят строить газозаправочные станции, будут применяться льготы по налогам на прибыль и налогу на имущество. Механизмы сейчас запускают по оказанию и субсидированию тех предприятий, которые строят заправки на газомоторном топливе. Поэтому наша задача эти механизмы все использовать. Чтобы дать толчок развития в улусах этой сети, здесь нужна, наверное, поддержка государства в плане именно вот этих предпринимателей, которые хотят открыть эти АГЗС, цехи по переоборудованию на ГБО. Ну, для них там, наверное, какие-то льготные условия по кредитованию, льготные условия по налогам нужны. Наличие крупных газовых месторождений и строительство магистрального газопровода в Якутии делает газомоторное топливо оптимальной альтернативой дорогому бензину. Тем более, что в Якутске многие крупные предприятия уже перешли на газ. И развитие сети газозаправочных станций по всей республике позволит еще больше снизить и дольше сдерживать рост цен на этот вид топлива. Поэтому автолюбителям целесообразнее переходить на сжиженный газ. Сусанна Рожная, Георгий Григорьев, Якутия. День за днем. Тем временем в Якутске отключат от газа каждый 5-й дом. Отключения запланированы из-за устаревшего оборудования, которое стало нести угрозу жителям. Это затронет 298 многоквартирных домов, что составляет порядка 20% от всего жилого фонда города. Какие дома это коснется в большей степени, в материале нашего корреспондента Анастасии Даниловой. Ежегодно в России случаются происшествия со взрывом бытового газа. Последний трагический инцидент произошел в Магнитогорске. В результате утечки бытового газа накануне Нового года произошел хлопок, который обрушил целый подъезд, состоящий из 10 этажей. Погибло 39 человек. Может, скопление газа какое-нибудь, труба какая-нибудь, что-нибудь. Вот, а вон, походу, вон в той квартире, у которой балкон полностью снесло, на 3-м этаже, видите? Ага. Вон, походу, там взрыв произошел. Такое ощущение. Во избежание аварийных ситуаций в домах, где газовое оборудование не проверялось более 30 лет, рекомендуют провести его техэкспертизу. Многие дома столицы республики уже начали получать уведомления об отключении от газоснабжения. В большей степени это коснется жителей деревянных домов, где от 2 до 16 квартир. Однако в списке на отключение есть и крупные дома, где и по 100 с лишним квартир.
Если за внутридомовое газовое оборудование отвечает управляющая организация, там, где есть выбран этот способ управления, либо ТСЖ, да, то по непосредственному способу управления обязанность по заключению таких договоров лежит на собственниках. И в этом вся проблема. Поскольку и когда истекает срок эксплуатации газового оборудования, он у нас составляет 30 лет, то собственники, либо лица, ответственные за содержание общего имущества, обязаны провести диагностику. Однако, как утверждает газоснабжающая компания, не все организации, проводящие диагностику, выполняют свои обязательства добросовестно. Бывали случаи, когда эксперты давали ложные положительные заключения о состоянии газового оборудования в домах. На сегодняшний день такой проблемы нет. Более того, те 5 организаций, которые имеются в городе, снизили свои тарифы на услуги техобслуживания ВДГО. Организации, которые проводят техдиагностики, некоторые из них не вполне, так скажем, честно отрабатывают свои обязательства. Какие пункты они не исполняют? Очень много пунктов, начиная с того, что они вообще не предоставляют прошитые, прошнурованные экземпляры, заканчивая тем, что они не попадают в некоторые квартиры, но дают положительное заключение. Это все говорит о том, что так или иначе есть моменты ухода от ответственности, чего мы не позволим. Сахатранснефтегаз установил сроки уведомления об отключении газоснабжения в 40 и 20 дней. Если за этот период не будут заключены договора о проведении техдиагностики ВДГО, поставка газа к этим домам будет прекращена. Отключение от газа понесет за собой переход жильцов на электрические плиты. Как следствие, городские электросети могут не выдержать возросшей нагрузки. Поэтому отключение планируется проводить поэтапно. В первую очередь отключат те дома, которые находятся в непосредственной форме управления. Дом по адресу Жирницкого, 21 стоит одним из первых на прекращение газоснабжения. Как мы видим, в таких домах проблема уже газопровода, газового оборудования налицо. Здесь полностью газопровод неисправен. Тут футляр не заполненный, вся лакокрасочная поверхность она уже изношена. И тут установлено старое оборудование, старый пробковый кран, где вся смазка сохла. Вся эта проблема стоит остро, и ее надо уже устранять. К слову, к этим мерам необходимо отнестись коллективно. Газовые сети должны быть исправны в каждой квартире. Все нормально, мне вот недавно все меняли, счетчик поставили. Вот 12-го приходили, все проверяли, ничего нигде не пахнет. Так как у них газопровод транзитный, то есть он из квартиры идет в квартиры, и возможности отключения локально, то есть поквартирно, у нас нет, то есть будет отключение именно всего дома, если какая-то квартира будет в ненадлежащем состоянии. Но не во всех деревянных домах газовое оборудование в запущенном состоянии. Яркий тому пример – дом по адресу Красильникова, 9/5. Здесь жители поддерживают ВДГО в надлежащем состоянии, как и состояние дома в целом. Сейчас мы находимся в доме, где проведено техническое диагностирование по улице Красильникова, по результатам которого все замечания были устранены, и срок эксплуатации газопровода уже определился. Жильцы могут уже спокойно пользоваться газовым оборудованием. Такие дома у нас еще есть заключения по адресу Пионерская, 29 и Кеш Алексеева, 8. Они также уже прошли техническое диагностирование, и по результатам технического диагностирования все замечания также были устранены. Заменили вводной кран старой пробковый на новый шаровый газовый кран. Отключение газа пройдет также в Жатае, Намцах и Хангаласском районе. Но большая часть домов с неисправным газовым оборудованием сконцентрирована именно в Якутске. Вместе с пригородами и районами в столице насчитывается 653 многоквартирных дома с истекшим сроком эксплуатации. Ознакомиться с общим списком домов можно на сайте АО «Сахатранснефтегаз». Важно помнить, от качества обслуживания и ремонта газового оборудования зависит безопасность жизни. Анастасия Данилова, Семен Семенов, Георгий Григорьев, Якутск. Через пару минут продолжим, не переключайтесь. Мы продолжаем выпуск. Жители пригородных поселков Якутска недовольны состоянием и освещением дорог, нехваткой земли, качеством питьевой воды и слабым интернетом. Эти и другие жалобы они озвучили в ходе ежегодного отчета правительства Якутии перед населением. Тему продолжит Александр Зубехин.
В прошлом году разрушительный паводок сильно размыл береговую линию у села Хатасы. С приближением очередного половодья жители уже бьют тревогу. Единственную дорогу скоро смоет в обрыв. Также под угрозой несколько домов. Некоторые уже потеряли часть своего земельного участка. Нам, как говорится, привезли чуть-чуть мусора, да, чуть-чуть укрепили берег, ну там камнями, да, и все. Но если в этом году опять паводок такой же будет, это будет... Мне будет только на лодках перемещаться. Вы представляете, если Ленос всей своей массой рухнет туда, тогда уже будет поздно что-либо делать. Люди просто там бунт поднимут. Власти республики заверили, что берегоукрепительные работы, безусловно, будут проведены. Проведение берегоукрепительных работ в районе села Хатасы было рекомендовано в текущем году администрации городского округа города Якутска разработать проектно-сметную документацию по проведению превентивных работ. Работы будут начаты в текущем году, я имею в виду разработка проектно-сметной документации, и по их завершении будет решаться вопрос начала строительства этих объектов. Очередная острая проблема – нехватка земельных участков и проблема с оформлением документов. Жители жалуются, что каждый год новые изменения в законе, а специалисты не предоставляют должных консультаций. Чтобы он сделать какой-то документ, он может бегать годами и эти документы не сделать. Поэтому целенаправленно, даже по этому ГА и по всем этим новым изменениям должны быть дополнительные специалисты и услуги. Кроме того, жители беспокоит отсутствие освещения на дорогах. Эта дорога резко поворачивается или направо, или налево. И тут никаких знаков нету, даже освещения нету. Понимаете, очень страшно ехать, особенно когда темно или туман. Хотелось бы, чтобы там какие-то знаки были и освещение. По второстепенным улицам очень темно и опасно, особенно детям, которые учатся во вторую смену. С этим вопросом чиновники обещали разобраться в ближайшее время. Есть план уже конкретно на 6 лет. Мы совместно с администрацией города Якутска разработали. Это с 19 по 24 год. Там часть денег с дорожного фонда с республики, часть федерального бюджета и часть денег с администрации, с местного бюджета. И вот этот участок, он стоит согласно этому плану в 2020 году. То есть там будет проведена ремонтная работа в 2020 году. И плюс еще одна улица в самих Хатасах тоже в 2020 году. Также на встрече с жителями пригородов обсудили вопросы реализации указа главы о стратегических направлениях развития сельского хозяйства. Отмечена преемственность курса и безусловная поддержка аграрной отрасли как основу экономики якутского села. Якутск занимается формированием агропромышленного пояса, который должен обеспечить город экологически чистой местной продукцией. Александр Зубехин, Георгий Григорьев, Якутск. Производительность японской теплицы «Саюри» вырастет в 10 раз и составит 405 тонн овощей в год. В начале апреля в индустриальном парке Кангалассы ведут вторую очередь теплицы. Проект реализуется совместно с японской компанией Hokkaido Corporation. Накануне японские инвесторы посетили строительство объекта и оценили эффективность вложений. Объемы в репортаже Саргаланы Федоровой. Мощность второй круглогодичной теплицы на вечной мерзлоте составит 405 тонн огурцов, помидоров и листьев салата. На сегодня выполнено 80% строительных работ. Идет монтаж технологического оборудования. 2 недели остается до подключения электричества. В это время агрономы уже высадили семена для первой партии. Это будут листья салата. Овощи, выращенные по японским стандартам, не только вкусные, но и экологически абсолютно чистые. В новой теплице буквально вчера посеяли семена салата. И уже через 30 дней готовая продукция появится на прилавках магазинов. На сегодня большую часть овощей, которые выращивают в первой теплице, поставляют в детские сады Якутска. За 2 года собрали 47 тонн урожая. А новый тепличный комплекс будет одаривать 2 тоннами овощей в день. Значительная часть уйдет в розницу по магазинным прилавкам. В теплице выделены по 2 блока под огурцы и помидоры. И одно отделение для салата и рассады. Теплица выполнена из высокотехнологичной японской пленки, которая выдерживает якутские морозы и сильные перепады температур.
Как отмечает японская сторона, проект для них в первую очередь представляет технологический интерес. Все-таки основной интерес проявляем прежде всего к технологической составляющей, которая позволяет построить тепличный комплекс в условиях вечной мерзлоты, в условиях очень сильного перепада температур, и при этом сделать этот объект таким, который позволит обеспечивать местных жителей вкусными, полезными и надежными продуктами питания в течение всего года. В принципе, первый опыт оказался положительным, поэтому в отношении других нескольких проектов, я думаю, мы тоже рассмотрим такую возможность. Не за горами и третья очередь теплиц. Строительство 4 блоков площадью 8160 квадратных метров начнется в этом году. Специалисты учитывают все наработки за 2 года. Надеются, что вместе с увеличением урожайности снизится и себестоимость продукции. Саргалана Федорова, Георгий Григорьев, Якутск, Сырдах. Завершается первая неделя Великого Поста, первая седмица, знаменующая вхождение в Святую Четырехдесятницу. Согласно православной тенденции, это пора усердной молитвы и говения. Как понимают период Великого Поста современники, и многие ли придерживаются его канонов и правил, в сюжете наших алданских коллег. В мясном отделе одного из городских рынков торговля идет, однако не особенно бойко. Продавец Лариса отмечает, что спрос на продукты напрямую связан с православным календарем. Так, ежегодно в период Великого Поста продажи мяса и птицы ощутимо снижаются. Завершается первая неделя Великого Поста, первая седмица, знаменующая вхождение в Святую Четырехдесятницу. Согласно православной традиции, это пора усердной молитвы и говения. В минувшее воскресенье, испросив прощения у ближних и простив всех обидевших, верующие признали свою греховность. Своеобразным воплощением этого душевного порыва становится Великий пост. Пост – это надо в церковь ходить, поститься. Там, что знаем, что и блины нельзя. Я сейчас стараюсь, конечно, хотя бы первую неделю. У меня получается 3 дня. Универсального плана на все дни Великого Поста для каждого дома не существует. Если семья состоит из взрослых людей, это один ритм жизни. Если 7 по лавкам плачут, то совершенно другой. Считается также, что каждый человек определяет собственную меру поста, исходя из своих духовных и физических возможностей. Конечно, надо соблюдать и диету, и питание, и в то же время не запрещать себе то, что хочет организм. Имеет значение также состояние здоровья верующего. Беременным и кормящим женщинам полноценное питание необходимо. Если показана белковая диета, ни о каком воздержании от мяса и молока также не может быть речи. Здоровому человеку, по мнению медиков, соблюдение правил питания в период поста пойдет только на пользу. Отказ от тяжелой пищи поможет организму очиститься от шлаков и оптимизирует работу различных систем и органов. Поститься могут не все люди. Есть люди, которые болеют. Это, конечно, это нельзя. Надо обязательно консультироваться с врачами, чтобы не навредить своему здоровью. Бывают люди пожилым возрастом, они слабые. Вот. Конечно, надо им какое-то питание. Но в то же время, конечно, поститься хорошо, во-первых, для здоровья, для стимула это хорошо. Современники в своем большинстве понимают пост как в первую очередь ограничение в пище и полный отказ от продуктов животного происхождения. Между тем, пост – это не диета и не изнурение плоти. Смысл поста в том, что телесное очищение сочетается со смягчением нрава и преображением души. Период Великого Поста предусматривает прежде всего очищение духовное. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Якутская лайка по кличке Сыдом получила звание «Гордость России» на международной выставке собак Евразия-2019. Сыдом завоевал 1-е место в своей возрастной группе и 2-е место среди всех лаек. На выставке эксперты Международной кинологической федерации признали якутских лаек лучшими по генетическим признакам и родословной. Это может стать шагом к международной славе. Подробности в материале Саргаланы Федоровой. Сыдому 3 года. Хозяева взяли его из питомника этнокомплекса Чучур-Муран, когда ему было чуть больше месяца. Свои способности он начал показывать еще будучи щенком. В 3 месяца он стал чемпионом по преодолению полосы препятствий среди собак своей породы. Как истинная якутская лайка, он легко переносит суровую зиму. Сыдом – надежный хозяин двора. Теперь хозяева планируют обучить его охоте. В принципе, у него есть инстинкт, потому что когда по лесу бегает, он гоняется за бурундуками, там птиц поднимает. Узнал, что есть в Магане питомник, где обучают собак охоте.
Вот в мае туда я его отведу на недельку, пусть там с ним позанимается. Цидам – отличный компаньон для активных людей. Он сильный, выносливый, быстро дрессируется, хорошо запоминает команды и не боится никаких препятствий. Возрождением породы якутской лайки занимается питомник Чочурмуран. В питомнике содержится 72 собаки. Эти лайки – держатели генетического кода редкой породы. Отрадно, что в этом году Кинологическая федерация России приняла решение выставить поголовье якутских лаек экспертам-кинологам международного уровня. 10 членов ИЦИ, они вот все посмотрели наших собак и приняли единогласное решение о начале процедуры признания якутской лайки. С якутскими лайками можно и ездить, и охотиться. Они не доставляют особых хлопот. Зимой едят всего один раз в день. Питаются мерзлой рыбой. Лайки очень популярны для покупателей за границей. С Бразилии берут, я вот не знаю, как он будет лето сейчас этот. С Болгарии берут, с Швейцарии, с Гренландии, с Канады брали. Якутские лайки постоянно в строю. Летом катаются на велокатах, зимой на нартах. У многих есть охотничьи инстинкты. Ищут следы косуль, выслеживают дичь. Таким образом, аборигенная порода продолжает свое развитие. И, возможно, совсем скоро получит международное признание. Саргалана Федорова, Джолустан Иннокентьев, Якутск. Именно такой была эта неделя. Вы смотрели программу «Якутия день за днем». Хороших вам новостей и событий.